Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства. И после Алматинской встречи и принятых решений моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления. Көп уақыт өтіп кетті. Бір жағынан 30 жыл дейміз, бірақ та былай тарих жағынан қарағанда ол қысқа уақыт деп ойлаймыз. Ол шынымен дұрыс. 91 декабрь 15 мемлекет жаңағы тәуелсіздікті алып жан-жаққа кетті. Бірақ та біз Қазақстан халқы өзіміздің баяғыдағы 500-600 жылдай біз жаңағы аңсап жүрген мақсатымызға жеттік. Қиын жағдай болды, экономика жоқ, жаңағы ақша деген жоқ, жұмыс жоқ, заводтар, фабриктар бәрі жабық. Инфляция төртзначное число 1235 па, 36 ма процент сонда уақытта болды. Сол уақытта не істеу керек? Мен ойлаймын, соны біздің тәуелсіздікті басқарып, алдында жүріп, лидер болып, Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев. Біздің бірінші тұңғыш президент. Ол жаңағы жалауды көтерді. Сөйтіп біз тәуелсіздікті алдық, енді бұл тәуелсіздікті пайдаланып, жағдайды ойлап, мына жаңағы әлемге өзімізді таныстыруымыз керек деген сондай мақсат қойды. Президент айтты: Төлеутай, сен опытный дипломат, не істеуіміз керек? Оңға түсу керек. Онда давай дайын. ОБСЕ-ға ма? ОБСЕ-ға да түс. Соның бәрін жазып, печат қойып, бәрі сол бір аптаның ішінде өтініштер бәрі түсті. 92 жылы июньге таман 50 мемлекет бізді жаңағы тәуелсіздікті қолдады. Жаңағы қарым-қатынасты құрастырамыз, бір-бірімізге көмек жасап, қарым-қатынасты ұлғайтуға деп сөйтіп сондай шешімдерге келдік. Біз президент екеуміз бір 60 мемлекетке ұшып бардық қой. Президенттермен кездесіп, жаңағы қарым-қатынастарды ұлғайтып, танысып, айтып, жаңағы презентовать етіп өзімізді. Біздің президент өзінде тартты бәрі. Мақсат сондай болды. Жолдастықты істейік деп. Жолдас болып кетті ғой. Әр президент, премьер-министр жолдасы. Соның арқасында инвестиция құйылды бізге. Мынандай жеңіл жұмыс емес. Оған жаңағы шешен болуың керек. Қазір тәуелсіз қалған өзіміздің қолымызда. Не істейміз? Жол саламыз ба, завод саламыз ба, фабрика саламыз ба? Өзіміз жаңағы ұстап отырмыз. От тәуелсіздік деген не деген? Ал қазір қазақ елінің жаңа мемлекеттік нышандарын ресми әйгілеу құрметіне орындарыңыздан тұруларыңызды өтінемін. Наш флаг настолько прост и настолько красив, что мне кажется, что каждый, кто видит наш флаг, он понимает, что это необыкновенная, потрясающая страна и необыкновенный народ, который живет в этой стране. Вот широту этого народа, гостеприимство, благожелательность, которую наш народ проявил в самые тяжелые периоды вообще общей истории Советского Союза. Шотов Валиханов, замечательный наш архитектор, художник, который является автором герба. Конечно, он удивительно прочитал вот то, что генетически близко и нужно нашему народу. Это все очень органично воспринимается. Это президента идея, чтобы гимном нашей страны стала песня «Мен Казахстаном», написанная в далеком 1956 году. И песня была написана не случайно. Это была песня, написанная на те события, которые происходили в то время. Я читал воспоминания Шамши
потому что нужна была такая мелодия, нужна была такая песня с таким текстом. Нурсултан Абишевич Назарбаев принимал участие в создании гимна, в тексте гимна. Поэтому гимн должен быть таким, чтобы в любой момент, в самый тяжелый период, гимн может поднять дух народа, заставить встать людей, поднять какие-то живущие в каждом человеке вот, патриотические чувства и силу духа, что ты рожден на этой земле, что во имя этой земли ты можешь отдать себя, свою жизнь. Поэтому гимн – это один из основных символов независимости страны. Можем сказать браво Шамш Каллаяхову, сказать браво Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, человеку, который принял вот это потрясающее решение. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Конституция мемлекет негізі. Сабақ барысында біз Конституцияның не екенін, бұл құжаттың маңыздылығы неде, құрылымы және мазмұны туралы толығырақ білетін боламыз. Жарай ма? Апай, конституция дегеніміз не? Конституция дегеніміз, балалар, бұл тәуелсіз мемлекеттің ең негізгі және ең маңызды заңы. Сонымен, бірінші бөлім, бірінші бап. Конституция, мен айтайын, қандай біз жаңағы общество керек, демократическое, светское государство болу керек деген сөз бар, ол бір. Содан кейін екінші, біздің халқымыз жағдайы, тұрмысы жақсы болу керек деген сөз. Ол екі, соған тырысу керек. Тәуелсіздігімізді қорғау керек. Жерімізді ешкімге бермеуіміз керек. Жастарға көп көңіл бөлу керек. Неге десеңіз, олар біздің жаңағы алдымыздағы болашағымыз, оларды тәрбие беру керек, оларды жаңағы оқыту керек. Өте қиын болды. Неге десеңіз, жаңағы тәуелсіздік алғанда ол 91 жыл. Реформаларды істей алмадық. Неге десеңіз, оған заң керек. Конституция арқылы қолға алу керек. Сонда ғана реформа болады. Бір 30 шақты жаңағы эксперттер бар, юристер, экономисты, жаңағы содар шақырып, Алматының жаңағы төңірегінде отырып жаңағы конституция жазды. Сонда мен айтайын, 1,5 жылда осы закондар өткен, бәрдері бізге сильный импульс берді жаңағы реформаларды өткізу үшін. Ол өте жақсы жаңағы пайдалы болды. Жаңағы одан басқа мемлекеттерден озып кеттік. Алдыға қарай. Бізде реформалар бұлай кетті. Ол уақытта сондай твердая рука нужна была. Ол болмаса, біз бар ғой, қазір мына тарихтың ең жаңағы шетінде қалар едік. Сауық айтқан тауында, той басталды ауылда, осында үлкен кішеде, ағайында бауырда. Тогда, в начале 90-х, очень многие говорили о том, что Казахстан обязательно захлебнется в пучинах раздора, и, скорее всего, на территории нашей страны разразится гражданская война. Но этого не случилось, а случилось в 1995 году создание Ассамблеи народов Казахстана. Именно народов Казахстана, именно тогда
так называлась эта ассамблея. И только спустя годы кропотливой, долгой, терпеливой работы были внесены корректировки, и Ассамблея народов Казахстана превратилась в Ассамблею народа Казахстана. Это действительно очень важная корректировка на самом деле, потому что она как бы символизирует рождение нового народа, казахстанского, единого, объединенного общей историей, общей трагедией и общими взглядами на будущее. За 30 лет было создано достаточно инструментов для того, чтобы межнациональное согласие в нашей стране все-таки сохранялось. Мне хочется сказать о том, что необходимо делать для того, чтобы это укреплялось, и эта дружба и любовь между нашими народами продолжали существовать. Мне кажется, вот здесь ключ к тому, чтобы мы сохраняли все это, ключ лежит как раз-таки в просвещении. Поэтому самое главное для того, чтобы мы двигались в одном направлении, для того, чтобы мы были едины духом и пониманием, чего мы хотим и чего мы стоим, мы должны просто знать общую историю. Мы должны очень внимательно к этому подходить. И вот как не только заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, но как руководитель одного из отечественных каналов, я как раз-таки вижу межнациональное согласие в том, чтобы как можно больше просвещать наш народ, как можно больше давать им знаний об истинной истории, потому что нет лучшего учителя, чем история. Қайырлы күн. Бүгін күн тәртібінде бір мәселе тұр. Астананы Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданды. Сондықтан жыл соңына дейін қызметкерлердің 30%-ын сол жерге көшіру қажет. Пәтерлер, отбасылар ше? Ақмолада ештеңе жоқ қой. Бұл мәселелердің бәрі шешіледі. Алаңдамаңыздар. Как и все телевизионщики, 10 декабря 1997 года я смотрел прямую трансляцию, как перевезли государственные стандарты в Акмолу тогда еще. В декабре было принято решение, что я в числе первых поеду на вахту в Акмолу. Впечатление, конечно, да, такой провинциальный город, на столицу после Алматы, конечно, мало походило. Общую картину, если передать, то в глазах переезжающих, да, чиновников там читалось как бы недоумение, где-то страх, там, волнение, то есть это шаг в неизвестность, неизведанное что-то. На вокзале, да, там атмосфера такая праздничная создавалась, оркестр, там, аплодисменты. Их как бы погрузили, повезли дальше, а вот когда наступали будни, уже становилось немного грустно, потому что зима тут была суровая после Алматы. Ветра астанинские, это, конечно, нечто. Сейчас уже переосмысливая вот это время, понимаешь, что независимость – это достижение, то, к чему стремились алашардинцы, Букиханов, да? Вот сейчас это стало реальностью. Появились возможности у каждого человека, есть выбор. Вот я думаю, это самое лучшее, что мы смогли получить за время независимости. Le Kazakhstan. Казахстан. Когда начинаешь заниматься спортом, когда уже получаешь какой-то результат, достигаешь определенного момента, тогда начинаются уже мечты. Это произошло тогда, когда я выиграла первые всесоюзные юношеские игры. И тогда я уже поняла, что я могу добиться большего, что я хочу поехать на Олимпиаду. А здесь сначала играет собственное «я». Что когда ты стоишь на пьедестале, и поднимается, играет гимн, поднимается флаг, ты, конечно, горд только за самого себя, что я смог достичь
этой цели, и я смог, что флаг поднимался моей страны. Конечно, здесь я. Но и, конечно, когда ты смотришь уже на трибуну, и смотришь вот эти вот многотысячные трибуны, все встают под твой гимн, под поднятие флага, здесь уже, знаете, гордость тебя просто разрывает. И следующая гордость разрывает то, что флаг поднимается только в двух случаях. Это когда стоит спортсмен на пьедестале и когда президент приезжает в страну. Но я хочу сказать, это сразу у нас прибавилось больше болельщиков. Это, наверное, вот самое первое изменение. Раньше как-то смотрели, но очень мало наших казахстанцев было в составе сборной Союза, когда вот выступали. А здесь уже мы просто независимо идем, представляем свою страну. Это, конечно, каждый патриот своей страны начинает смотреть и следить за своими кумирами. За счет того, что вот у нас проводились чемпионаты Азии, азиатские игры, универсиада, у нас очень много появилось спортивных объектов. Это опять-таки вот оно, молодое поколение, которое об этом мы только мечтали, мы это только видели за границей, теперь оно есть у нас. Осталось только желание, чтобы было у детей. Сіздердің алдарыңызда қазақ халқының өміріндегі жаңа кезеңнің символы бәйтерек монументі. Ол 97 метр биіктіктегі аялы алақан көркем композициясымен ерекшеленеді. Бұл сан 1997 жылды білдіреді. Астананың мемлекеттің жаңа елордасы болып жарияланған жылын және тиісінше ел тарихындағы жаңа кезеңнің басталуын білдіреді. Строительство нового города началось с генерального плана. Схема генерального плана, вот это уникальный проект. Было много рассуждений, была большая полемика, развиваться городу на правом берегу, на левом берегу, включая левый берег. И, в общем-то, появилась схема, в этой схеме появился центр, и этот центр мне пришлось прочерчивать. И после этого менялся генплан, менялись схемы, менялись люди, которые проектируют, но вот место центра, оно осталось. Нужно было в первую очередь создать транспортную составляющую, она была таким ядром. Потом появились объекты центра в силу необходимости решения проблемы такой административных зданий и прочих. И потом уже от этого центра такой корпус создался, основа, ядро. И к этому ядру стали прирастать все составляющие части. Уникальность этого города в его геополитической значимости. Уникальность именно в этом. Он на стыке Европы и Азии, он на стыке государств. То есть это в первую очередь такая уникальность. Постепенно сейчас уже пришло время, когда задумались о том, а где мы живем и как мы живем. И что нас формирует. В принципе, должна архитектура с порога начинаться. Уже сейчас время пришло, когда не просто заасфальтировать территорию двора было роскошно, а нужно, чтобы этот двор был насыщен. И точно так же и город. Его сейчас нужно насыщать. Уже он имеет определенную структуру. Самое главное, заложена здоровая, крепкая система структуры города. Вот в его планировочной особенности. В этом тоже уникальность этого генерального плана, что он вырос в такое время, очень быстро этот город вырос. И генплан рос вместе с генеральным планом. Это тоже уникальность. Это уникальность практики вообще такой, как таковой. И создана вся основа для развития города, причем здоровая основа создана. Именно градоформирование, градоразвитие. Главное, подъем. Поехали. Стартовали 2 сентября. Космический полет состоялся с гагаринского старта. Он был юбилейный, 500-й по счету.
Полет включал в себя научную программу, разработанную Национальным центром космических исследований и технологий. Туда же входило, конечно, экологические исследования наших регионов. Результаты научной программы, которые были выполнены в процессе космического полета, они до сих пор изучаются, принимаются какие исследования, разрабатываются новые условия для начала новых программ. В настоящее время с выполнением полета в 2015 году Казахстан вошел в число 9 стран, которые имеют количество космонавтов от 3 и более. Мы пока сохраняем этот уровень. За годы независимости, благодаря поддержке Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, космическая отрасль продолжает развитие. Появилась своя собственная космическая система дистанционного зондирования Земли, спутниковая телекоммуникационная группировка. Благодаря этому Казахстан далеко продвинулся на международном рынке. И, как сказал Елбасы, Казахстан к 2030 году должен занять свою нишу на рынке международных космических услуг. И применение новейших технологий в развитии технологических процессов в мире идет полным ходом. И поэтому Казахстану уже необходимо не отстать от мирового прогресса. Именно от вас, от вашей энергии, знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодежи. Все, что мы планируем, это все ради того, чтобы наша молодежь жила лучше, чем это поколение, и создать вам все возможности для реализации своих потенциала и огромных возможностей. Hello, меня зовут Баужан Успан, я являюсь основателем компании Cleverest Technologies и QMobot. Мы являемся первой и лучшей робототехнической компанией Казахстана. Мы решили дать максимальные возможности для казахстанских детей. Мы сделали робота, который в первую очередь является профессиональным, то есть в нем используются реальные индустриальные чипы, которые есть на рынке. Мы решили дать к ним профессиональные курсы, чтобы ребенок после того, как отучился на наших курсах, мог зарабатывать уже. И третье, конечно же, все эти курсы обязательно идут на казахском языке. Ну, еще и на русском, еще и на английском, чтобы у каждого казахстанца был доступ к этой информации. То есть, когда я только закончил Назарбаев университет и полетел работать в Лондон, я прилетел туда как просто помощник помощника в лабораторию искусственного интеллекта, а буквально через 2 недели запустил собственный проект, где я был главным разработчиком. И это как бы она отражает тенденции, которые есть в Казахстане в принципе. Наши ребята, которые хотят учиться, которые хотят вкладывать в это, они открывают для себя большие возможности, и они являются на мировом уровне являются хорошими экспертами в своих областях. У нас очень талантливые люди, и я надеюсь, что те возможности, которые есть сейчас, они раскрываются. Президент очень много говорит про инновации в образовании, президент очень много говорит про инвестиции в человеческий капитал. Я надеюсь, что страна, поддержав этот курс, будет давать своим детям больше возможностей для раскрытия их потенциала. Скульптурлыққа енді кішкентай кезімнен бастап жалпы өзім сурет салып сөйтіп өстім. 3-4 күн бұрын алғыс хат алдым. Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміздің алғыс хаты. Ол жерде Абай Құнанбаевтың мерейтойына белсенді қатысқаны үшін осы алғыс хатты берді. Мен ол жерде Абайдың бұрын-соңды болмаған сондай мүсін жасадым, гиперреалистік бағытында. Демек, Абайдың шынайы келбетін, шынайы өзі отырғандағыдай әсер беретіндей. Сол мүсіннің жанында адам көріп, тірі Абайды көргендегідей әсер береді, жанына тұрып суретке түсуге мүмкіндік береді. Мен өзім жалпы 86 жылғы боламын, Совет үкіметінің шет жағасын көрген адаммын. Біз өте оны түсінеміз, қадірін түсінеміз, тәуелсіз болғанын. Сондықтан болашақтағы жастар, олар осы тәуелсіз болуды соны бағаласа екен, түсінсе екен, оны тереңірек жүректеріне ұстап, соны тереңірек түсініп жүрген қалаймын. Борьба похожая, дзюдо и калаша-курес. Решил, почему бы не попробовать. Но Алматы-Барысы мне запомнилось тем, что красиво и эффектно выиграл в финале. Публика встала, аплодировала. Потом там еще за первое место давали машину новую. Тоже приятно. На пьедестале стоял. Конечно, это там не Олимпийские игры, не чемпионат мира, но все равно я был горд
Я вот не знаю, как до этого было, честно сказать, в советское время, но я вот рос в независимости, в независимом Казахстане. Конечно, очень много внимания к спортсменам, там, зарплаты, на соревнования постоянно, поездки. Помогали, конечно, очень хорошо государство. Много у нас поэтому и медалей, и успешных спортсменов в Казахстане. Я с особым трепетом и с гордостью представляю свою страну на разных мировых сценах. Мы очень часто выезжаем за пределы нашего государства, это в частности Европа, Америка. Куда бы мы ни приезжали, всегда нами интересуются. Видя наше трудолюбие и то, как мы подаем свое исполнение, зрители интересуются нашей страной, хотят больше узнать. Это очень дорогого для нас стоит, потому что мы, как люди, представляющие культуру своего государства, для нас это очень ценно. Я горжусь своей страной, люблю свой театр. От нас, от молодежи, стоит только работать. Для меня большая честь, что я могу внести вклад в развитие своей страны. Я занимаюсь научными исследованиями, стараюсь продвигать медицинские научные исследования в Казахстане и за рубежом, участвовать в медицинских проектах и популяризировать науку в Казахстане. Совместно с учеными из Финляндии мы разработали новый способ дигитальной диагностики коронавирусной инфекции, который подразумевает идентификацию летучих органических соединений, которые выделяются из нашего выдоха, из легких. То есть мы определяем состояние человека здесь и сейчас. Учитывая, что диагностика, во-первых, очень быстрая, в течение 10 секунд проводится проба выдоха, и в течение минуты происходит, в принципе, получение результата. На территории Казахстана система здравоохранения с каждым разом шагает все дальше и дальше. И это можно наблюдать и за своевременной диагностикой коронавируса, и, в принципе, за формированием вакцин казахстанского производства, в принципе, наряду с мировыми. Это тоже высокий уровень, на который следует обратить внимание. Независимость, я считаю, что это возможности. Это возможность быть ответственным за свою жизнь, быть ответственным за государство, быть ответственным, в принципе, за окружающее наше население. И это то, что, в принципе, должно быть неотъемлемой частью человека на сегодняшний день в реальном времени. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы. Ерліктің дастаны еліме қарашы. Ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой. Намысын бермеген қазағым мықты ғой.